Добрый день, друзья! У нас сегодня на обзоре Honda Elysion. Первое поколение, по сути, и единственное до рестайл, самый-самый первый кузов. Давайте для начала пройдемся и посмотрим этот шикарный минивэн. Здесь очень-очень много интересного. Он во многом выигрывает, в некоторых моментах проигрывает своим конкурентам, таким как Alphard и таким как Elgrand. Я думаю, все прекрасно знают эти машины. Но Elysion свои имеет особенности. Для начала это тот кузов, который вы видите. По мне он достаточно красивый. Конечно же, рестайл немножечко изменился. Prestige второй рестайл еще сильнее изменился. Его сделали такой, какой его хотели видеть японцы, потому что японцы привыкли немножечко к другим формам кузова. И что, Honda пыталась все-таки подстраиваться под клиента и делать так, как хочет он. Вот. Ну, смотрите, это 3-литровая версия. Мотор V6. Также у нее присутствует мотор 2.4. У мотора 2.4 160 лошадиных сил, у мотора 3 литра, соответственно, 250 лошадиных сил. Очень мощный показатель, очень хороший. И самый высокий, хочу сказать, в своем классе вот машин на самом деле. Плюс версия Prestige, которая уже последний рестайл, она имеет мотор 3.5, там 279 лошадиных сил на полном приводе и 300 на переднем. Да, машина имеет передний привод и полный. Для автобуса очень удобно, да, в отличие от того же Elgrand, у которого задний привод либо полный привод. Давайте заглянем в салон и посмотрим этого красавца. Это максимальная комплектация VX. Она имеет почти все, что ваша душа пожелает. Ну, давайте начнем вот с такого вот обзора по салону. Интересная, аутентичная приборная панель. Очень красивая. Джойстик Commander, да, управление, по сути, всем автомобилем, всеми командами, всей электроникой. Ну и салон. Вот такой 8-местный салон. Телевизор Alpine здесь стоит. Начнем с водительского. По традиции давайте. Так, ключик у нас в кармашке. Сейчас мы его достанем и заведем этого зверя. Вы послушаете V6. Поистине звук прекрасен здесь. Что они сделали? Эту машину полностью сделали с нуля. То есть Honda не брала никакую платформу, она полностью все с нуля все сделала. В особенности это была подвеска. Подвеска здесь сделана так, чтобы она была максимально тихая, минимум пробоев, и машина очень хорошо управлялась. Опять же, в этом классе автобусов Elysion занимает лидирующее место, то есть он управляется лучше, чем Elgrand, Alphard. Низкий центр тяжести, чуть ниже сам кузов, машина очень липнет хорошо к дороге. Кроме того, у мотора стоят специальные подушки, которые делают так, что машину, ну, действительно очень тихо слышно. Снаружи, конечно, слышно. Вибрации 0. Вот я газую, да, допустим, на том же Цельсиоре, 4.3 мотор, вы когда газ давите немножечко, машина чувствуется, как она немножко колыхается, да? Здесь ровная работа мотора. Ну и в принципе он работает тихо. Сейчас он, конечно, прогреется немножко на оборотах. Когда едешь, машина работает тихо, то есть мотор практически не слышно. Помимо того, Honda сделала здесь акустическое шумоподавление, то есть, короче, какая-то магия делает так, что в машине действительно становится тихо, и шумы с улицы практически не слышны здесь. Мотор наподобие, знаете, как вот у американцев бывает МДС, отключение цилиндров, только там отключение половины цилиндров, а здесь 3-й и 6-й цилиндры отключаются, когда машина чувствует, что в принципе они не нужны. Тем самым она экономит бензин и на 250 силах. Расход в районе где-то 10-12 литров, конечно, смотря как ездить. Такой же примерно расход, на литр меньше у мотора 2.4. Весит она 1900 тонн, сами понимаете, вес немалый. По-моему, это больше, чем у Alphard и у Elgrand, ну или примерно так же, то есть разница небольшая. Автомат 5-ступенчатый, стандартный, простой, ничего такого в нем уникального нету. Как бы работает норм, но минус, как видите, отсутствует переключение в ручном режиме, то есть спорт режима как такового здесь нет. Вот это отмечается как минус. Стойки вот эти вот, люди говорят, мешают обзору. Ну, то есть
не знаю, честно. Возможно, да, потому что здесь чувствуется посадка ниже, чем в Альфарде или в Эльгранде, то есть как-то немножечко ниже сидишь, поэтому, да, возможно, эти стойки мешают. Ну, говорят, что маленький дорожный клиренс, давайте мы сейчас посмотрим. Честно, я забыл посмотреть, сколько точно он там, ну, да, видно. Вот, допустим, у нас Elysion клиренс, ну, сантиметров 15, наверное, где-то так приблизительно, да. И вот, пожалуйста, Альфард тот же самый. Ну, разница неощутимая, но, тем не менее, немножечко видно. Даже вот так на глаз сантиметра 3-4 точно есть, примерно так. Вот, это из таких основных минусов, что можно здесь отметить. Еще некоторые говорят, что у этой машины слабая электроника. То есть вот эта вот приборная панель, да, вот этот Total Commander, не знаю, как его назвать, в середине которой находится компьютер, бывает барахлит. Но я думаю, что это все-таки какая-то такая мелкая болячка, это решаемо, это не критично. Но встречаются такие моменты, конечно, да, у Альфарда я такого не припомню, чтобы люди говорили. В остальном, в принципе, машина хорошая. По запчастям, не знаю, честно, когда-то говорили, что вроде как дорого на Хонду, потому что, ну, типа оригинал. Сейчас такое время, что можно найти куча замены, куча разных дубликатов, и все это поставить, и никаких вопросов у вас не будет, в принципе, к запчастям, к их стоимости. Вот. А вот самое интересное начинается у нас также сзади. Второй ряд. Во-первых, все сиденья складываются. Так, сейчас, секунду. Электродвери обе у нас, естественно. Сейчас мы откроем вторую, чтобы солнышко было больше и все видно. В общем, смотрите, сиденья складываются они как книжка, да, то есть вот так, оп. Вот этот ряд и второй и третий ряд, они складываются как книжка. Их можно двигать вперед-назад, но они не убираются, скажем так, полностью. То есть матрас, к примеру, как в том же Альфарде или Эльгранде, закинуть здесь невозможно. То есть сиденья полностью не ложатся. То есть они в бок не убираются, как в Эстиме они вниз в пол не прячутся. То есть здесь можно сделать как? То есть мы вот так вот, оп. Это мы двигаем сиденье, да, кнопочка, а это мы его сложили. Да, по сути оно сложно. То есть теперь мы можем вот так толкнуть, ну, еще спинку нужно поднять, да, не получается. Вот, можем вперед, можем назад. С одной стороны хорошо, то есть мы можем, ну, как-то освободить пространство в багажнике, да, либо уменьшить, если нам нужно место для задних пассажиров. Ну, не знаю, по мне это не так уж удобно, честно, потому что, ну, вот таким образом это делается, видите, отодвинул, сложил, все, как бы на этом все и закончилось. Места, конечно, достаточно, то есть вот я сел, вполне комфортно, здесь такой же, как я, вполне сядет, будет себя комфортно чувствовать, и водителю тоже места много. Они все раскладываются в ровную линию, то есть все сиденья можно разложить вдоль, то есть вот так, все три ряда. Это, по сути, даст место для того же матраса, если вы где-то на море пытаетесь там отдохнуть или еще что-то подобное. Что из интересного еще у нас есть? В отличие от других минивенов, здесь, дверка сейчас закроется, окна опускаются до самого конца второго ряда. У Эльгранда, насколько помню, они вообще не открываются, у Альфарда остается еще небольшое такое пространство. То есть здесь это делается прекрасно. По сути, это, может, не сильно нужная функция, но кому-то она нравится, а кому-то нет. Задний третий ряд открывается вот так вот у нас форточка. Так, давайте с этой стороны откроем. У нас дверь открыта. Нет, она открывается все равно, да. Да, вот так, оп. Приоткрыли, все. И доступ воздуха у нас обеспечен. И закрывается. Как на Эльгранде, но мне кажется, здесь она как-то лучше сделана. Там у нас электромотор, а здесь у нас ручная. Это у нас что? Подогрев, да, то есть обратите внимание, подогрев вот этого бокового заднего стекла. Также у нас присутствует воздух, да, то есть система вентиляции, кондиционирования для каждого пассажира, ну, 6 пассажиров, назовем это так. Второй ряд, третий ряд, отдельное управление печкой, климатом, то есть можно самому управлять. Вон там Alpine монитор, то есть можно смотреть какие-то фильмы, мультики, клипы. Хочу также отметить то, что здесь каждое последующее сиденье на 4 сантиметра выше предыдущего. То есть вот
Первый ряд, скажем, стоит на высоте там, ну не знаю, образно 30 сантиметров, да. Второй ряд уже 34, и третий ряд, на котором я сижу, получается 38 сантиметров. Это сделано для того, чтобы задние пассажиры себя ущербно не чувствовали, и чтобы они полностью видели дорогу, а они где-то там внизу были спрятаны. То есть, да, я сижу, действительно прикольно. Места сзади много, то есть у меня от головы еще, ну как много, хотя я взрослый человек, у меня от головы на третьем ряду остается еще сантиметров, ну 6-7, примерно так, да, где-то так, около того. Этого достаточно вполне. То есть они все это смогли сделать так, чтобы вроде бы и пассажирам было и сидеть комфортно, и смотреть удобно. Ну, то есть все по максимуму. Здесь такой подлокотничек. Вот. Тут у нас подлокотничек вот этот, он убирается, он складывается вниз, то есть вот так отъезжает. Если он мешает вам, вы хотите со второго ряда пройти на первый, то это можно также без проблем сделать. Я разложил сиденье, точнее сложил его, чтобы показать, как это выглядит. То есть видите, второй ряд вот сюда подгоняется, потом третий ряд, и образуется у нас пространство сзади, в багажнике вот такое. Оба сиденья так могут сделать, соответственно, вы получаете вот такой багажник. На самом деле это не так много, в этом, конечно, мне кажется, она проигрывает, эта машина. То есть у Альфарда Эль Гранде третий ряд убирается вообще, и места гораздо больше, а тут получается, вон, смотрите, сколько, ну тут метр с лишним остается, то есть особо много не закинешь. Холодильники вы здесь уже особо не повозите, только если на сиденьях. О, мучачос. В общем, давайте сделаем такой вывод, друзья, заключительный. Honda Illusion — это самый управляемый, самый мощный, опять же, на мой взгляд, самый красивый по дизайну минивэн того времени. Бусик того времени, да, действительно. И, кстати говоря, стоит он в Японии совсем недорого, то есть цена его отличается от Альфарда, но если в рублях говорить, от аналогичного Альфарда где-то примерно на 1020-30 он дешевле стоит. Вот. С чем это связано? Я думаю, с тем, что она не очень популярная, эта машина в Японии. Ну, хотя японцы, конечно, аукционы ориентируются на рынок, а не на японцев, она на мир, да, то есть кто в мире как какие машины покупает. Вот. Но, тем не менее, она стоит дешевле. Полагаю, может быть, кто-то не знает эту машину, кто-то боится там каких-то запчастей, кого-то она не устраивает из-за размеров, да, к примеру, кому-то хочется больше места. Так или иначе, имеет место быть эта Honda. Она, по сути, по-своему легендарная, классная машина. Я вам ее действительно рекомендую. Единственное, обращайте внимание все-таки на пробег. Коробка у них еще бывает, выеживается, да, то есть электроника на коробке бывает у них немножечко шуршит. Шуршит, я имею в виду, что ломается. Поэтому будьте внимательны. Выбирайте с хороших аукционов, в хорошем состоянии, и все будет норм. Машина будет вам служить верой и правдой. Давайте мотор еще заглянем. Как же я вас так без мотора решил оставить? Давайте, последний аккорд. Вот он, наш мотор, друзья. Имеет он маркировку J30A, 3-литровый V6 на втеке. Дело он свое делает, все знает, все работает четко. Единственное, просьба к вам: меняйте масло на оригинальное, не позже, наверное, раз в 7-8 тысяч. Заливайте хороший бензин, по-моему, 95 это у нас бензин. Он будет вам служить верой и правдой, никаких вопросов вызывать не будет. Мотор отличный. То есть его хватает для этой машины вполне. Я думаю, что 2.4 будет менее интересным. 3-литровый, конечно, это идеальный мотор для этой машины. Про 3.5 я молчу, потому что там, я думаю, расход, конечно, больше будет. Но не намного сильнее. Причем, знаете, интересный момент. Вот Celsior, да, Majesta, 4.3 мотор. Из него выжили 280 лошадиных сил. А здесь у нас мотор 3 литра. И мы имеем 250 лошадиных сил. А у 3,5 литрового 300 лошадиных сил. То есть понимаете, как Honda технологиями владеет, да? То есть с 3,5 они выжили 300 сил, когда Toyota с 4,3 выжила 280. И момент, я, кстати, скажу, что у 3,5 литрового не слабый момент. То есть мотор очень хороший. Ладно, закругляемся. Все, теперь точно. Всем спасибо. Ставьте лайк. Пока. Я думаю, вам понравилось, друзья.